Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. 2 месяца трудились в круглосуточном режиме. Работа была большая, задача была ответственная, но с ней успешно справились. Сегодня полицейских Татарстана еще раз поблагодарили за то, что они сделали прошлым летом. Обеспечили безопасность чемпионата мира по футболу. Вообще Татарстан уже более 10 лет остается одним из самых спокойных регионов страны. Должен отметить, что наиболее важным остается обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. Для этого, в первую очередь, конечно, нужно взаимодействовать с коллегами из силовых структур. В минувшем году в Татарстане зарегистрировали без малого 44 тысячи преступлений, более 24 тысяч или 58% раскрыли. Как доложили, число преступлений снижается, раскрываемость растет. При этом Артем Хохорин указал, ряду подразделений нужно серьезно усилить работу, так на местах пассивен наркоконтроль. На таком серьезнейшем направлении рассчитывать на возможность только одного аппарата министерства. Территориальные подразделения вашего прессинга пока не ощущают. Заставьте их работать, если надо, обучайте. Еще в ряде районов перестали ловить коррупционеров. В отделах по Алексеевскому, Актанышскому, Альтеевскому, Мензелинскому, Новошишминскому, Спасскому и Тетюшскому районах, где так и не задокументировано ни одной взятки за год, а по докладу управления Б по работе нет ни одного перспективного материала. Коллеги, напомню еще раз о персональной ответственности за это направление. Не нужно делать вид, что в подконтрольных вам городах и районах ничего не происходит. Начальник Муслимовского отдела уже лишился в ноябре должности за многолетнее бездействие. Кабельский получил последнее китайское предупреждение. Как добавил представитель руководства МВД страны, нужно сделать упор на серьезные экономические преступления, а также пресекать все попытки экстремистов поднять голову. Тех материалов, которые западное разведывательное сообщество подготовило, в них прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского и военного конфликта – это Поволжье. На этом фоне сохраняющаяся все-таки угроза экстремизма и терроризма, она может рассматриваться и через иные призмы. В свою очередь, федеральному руководителю посоветовали перестать сокращать численность полицейских. Игорь Николаевич об этом сказал. Но хватит заниматься оптимизацией правоохранительных органов по численности. Уходят люди достаточно подготовленные, взамен надо готовить новых людей, теряем время, профессионализм частично страдает. По части масштабных мероприятий нынешний год для полиции республики также будет насыщенным. Необходимо обеспечить безопасность чемпионата России, а затем и чемпионата мира по WorldSkills, а также выборов в Государственный совет республики. Дмитрий Аредин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.